Селям алейкум, добрый вечер. 7 мая прошла торжественная церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Какие перед страной стоят стратегические задачи, какие реформы будут реализованы и с какими вызовами нам предстоит еще бороться? Новый рубеж – тема нашего эфира сегодня. Сейчас традиционно наш сюжет, и мы очень скоро вернемся в студию. Текущий 2018 год действительно войдет в учебники по отечественной истории. Тому несколько причин. Прежде всего, начало года обозначилось тем, что, безусловно, все мировое внимание было приковано ко внутренней повестке России, а именно к выборам президента. Естественно, не обошлось без тщетных попыток вмешаться из-за рубежа во внутриполитические процессы в стране. Но мы знаем, что под блестящей оберткой западных ценностей кроется разруха и всеобщая деградация. Так называемая демократия на экспорт ни одну страну счастливой еще не сделала. Итоги президентских выборов четко продемонстрировали безоговорочную поддержку россиянами Владимира Владимировича Путина. Та внутренняя и внешняя политика, которую он формирует, находит отклик среди представителей всех регионов нашей огромной страны, среди всех народов и социальных групп. 7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация вновь избранного президента России. Особо примечательно, что Владимир Путин приехал на новом отечественном президентском лимузине проекта «Кортеж». 1 марта президент в своем ежегодном послании к Федеральному собранию презентовал новейшие и лучшие в мире достижения российской военной науки. А уже 15 мая состоялось торжественное открытие автомобильной части Крымского моста. Грандиозного, общегосударственного, общенационального проекта, сооруженного полностью по российским технологиям. Многие сомневались, враги не верили, но благодаря политической воле Владимира Путина, благодаря грандиозной инженерной работе наших специалистов и неоценимому труду строителей, у нас получилось совершить это чудо. Помимо вещей настолько глобальных, президент страны всегда подчеркивает: Россия – это социальное государство, и обязательства, взятые перед гражданами, всегда будут исполняться. Медицина, образование, обеспечение жильем, инфраструктура городов и сельских населенных пунктов также являются неотъемлемой частью программы развития страны. Глава государства – это лидер державы, ее флагман. Однако по-настоящему сильным его делает команда, которая за ним стоит. Спасибо вам большое за поддержку. Вы наша общая команда. Я член вашей команды. И все, кто сегодня голосовал, это наша большая общенациональная команда. Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях. Вижу в этом доверие и надежду. Надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех! Руслан Исмаилович, инаугурация – это все-таки заключительная и самая торжественная часть вступления главы государства на свою должность. Эта церемония играет особую роль для российской государственности. Тут каждая деталь имеет значение. Учитывая прошедшую церемонию, учитывая те детали, которые мы наблюдали в прямом эфире, какой посыл был у этой церемонии, учитывая в том числе и список приглашенных? Это, во-первых. А во-вторых, Владимир Путин выступил с очень такой мотивационной речью. Какая главная идея проходила красной нитью через всю речь президента? Считаю, что сама церемония демонстрирует всему миру, что Россия – это великая держава. Конечно, красной линией, наверное, это прорыв как и экономический, политический, так и социальный. Это Россия, устремленная в будущее. И, конечно же, если взять вот с периода послания, когда по сути дела, был заложен темп и тех вот реформ, тех преобразований, которые будут продолжаться, направлено и, скажем так, в центре внимания находится человек, да, то есть с его потенциалом, с человеческим капиталом. И, конечно же, Россия для людей, то есть когда мы понимаем, что человек занимает в обществе и в государственной политике центральное место.
Борис Романович, вы в ходе избирательной гонки, собственно, как и Рустем Абдуллаевич, были доверенным лицом Владимира Путина, и вы лично участвовали в церемонии инаугурации. Какая атмосфера царила 7 мая в Большом Кремлевском зале, и какой награды вы были удостоены? Да, я даже сегодня позволил себе принести эти награды. Это действительно память на долгую, наверное, семейную уже жизнь моим следующим поколениям, потому что вряд ли удастся еще раз побывать, хотя в это я очень верю. Я, честно говоря, к слову инаугурации отношусь весьма скептически. Все-таки нас в приглашении было написано очень четко: на торжественную церемонию вступления в должность президента Российской Федерации. Но поскольку это слишком большое для нашего эфирного времени представление, будем, наверное, по традиции уже называть инаугурацией. Для меня 7 мая стал апофеозом двухмесячной нашей работы 4 доверенных лиц кандидатов в президенты Владимира Путина. Дело в том, что мы за это время практически весь Крым охватили и не понаслышке знаем о настроениях наших земляков. И скажу вам откровенно, что такого положительного внимания к президенту, тогда кандидату в президенты Владимиру Путину, я давно не слышал, потому что и в радиоэфирах 23 года работаю, и обратная связь у нас очень четко налажена. Люди поверили, люди не могли не заметить то, что сделано. И когда на встречах я говорил о 1 600 000 тонн зерна, который собрал Крым небывалый урожай, или что мы открыли 6 сосудистых центров впервые в истории и имеем возможность оперативно сейчас решать вопросы с острой патологией, которые сталкиваются, ну и на другие темы, и в том числе сельского хозяйства, аграрного сектора, но и главное о тех событиях, свидетелями которых мы стали. Это и Крымский мост, это и Таврида, которая к 2020 году, я уверен, будет 4-полосной дорогой, это и теплоэлектростанции наши, и это, конечно, все, что сделано, невозможно было не заметить. И поэтому инаугурация – это был уже апофеоз. Но и это дань истории, и мы проследили на этой церемонии исторические факты и России прошлого, 19-20 века. И это очень было приятно. И меня что очень обрадовало, что очень деловой тон был. Это не было пафоса, излишней там какой-то представительской информации, чтобы нас там готовили стоять смирно, никуда не смотреть, не поворачиваться, приветствовать глазами только президента и так далее. Этого ничего не было. Был деловой тон, в которой 35 минут четко очень прошла вся церемония. И что главное, продолжая тему делового тона этой инаугурации, сразу же президент уехал и дальше представил Государственной Думе кандидата на пост премьер-министра. Светомир Нуридинович, вы также лично принимали участие в торжественной церемонии инаугурации. Более того, вы были удостоены благодарственного письма от президента России. Все-таки, если подводить общую черту вот, под тем марафоном, который мы прошли, какие основные выводы можно сделать и почему для достижения тех высоких глобальных целей, которые президент поставил, нужна консолидация всех и каждого? Ну, мы, стоя здесь вместе с вами, все понимаем, что и Запад, и Восток, и весь мир гордится тем, что у нас такой президент. И все верят, что он выведет нашу страну на те рубежи, какие он поставил задачи перед нами всеми. Сегодня неоднократно, когда мы смотрим по телевидению, даже все враги, все говорят, сегодня Россия самый сильный президент в мире. Мы этим гордимся, и поэтому вот перед вами здесь задавайте вопросы. Рустем Абдуллаевич, вы тоже были доверенным лицом, отработали очень интенсивно вот эти несколько месяцев предвыборной гонки, тоже принимали участие в торжественной инаугурации. Вот в своей речи президент обозначил следующее. Нам нужно последовательно наращивать те сферы, где мы традиционно сильны, и кропотливо работать там, где нам нужно добиваться результатов. Какие направления для России традиционно являются лидерскими, как вы считаете, и над чем нам еще предстоит упорно трудиться? Ну, я, конечно, тоже была большая честь быть доверенным лицом кандидата в президента Владимира Владимировича Путина. И хочется сказать, что благодаря тому, что мы соединились с Россией, столько было построено залов спортивных, понимаете, столько было сейчас строится училище Олимпийского резерва, где будет прекрасные общежития, прекрасные стадионы, уже начали строительство. И для меня это существенно, очень приятно. И хотелось бы сказать, что в основном то, что мы
когда ходили, ездили по всем городам Крыма, и нам приятно, что все жители Крыма поддерживали нас, то, что мы приезжали, рассказывали обо всем. И что приятно было, что мы заняли второе место после Чечни. Понимаете, это было приятно. Из всех республик России, понимаете, и нам это было приятно, что Путина поддерживали все, абсолютно вся Россия. И мы гордимся, правильно сказали здесь, мы гордимся именно, что у нас президент такой сильный, и еще спортивный, как говорится, я как в спорте, и мне приятно, что именно борец, который стал президентом Российской Федерации. Чуть-чуть мысль, как вы еще спросили? Да, какие у нас лидерские позиции традиционно? Лидерские позиции, и над да, чем еще лидерские работать позиции, я считаю, в спорте. У нас, вы сами знаете, в спорте мы добиваемся больших результатов. У нас очень много олимпийских чемпионов, чемпионов мира, прекрасно выступают на всех соревнованиях. И сейчас, знаете, очень приятно, что у нас будет чемпионат мира по футболу. Мы надеемся, вся страна надеется, что наши футболисты достойно выступят на этих соревнованиях. И как бы там ни пытались очернить Россию, что не нужно делать здесь чемпионат мира по футболу, весь мир за то, чтобы в России был чемпионат мира. Ну, я считаю, во всех сферах, куда вот не коснись, допустим, возьмите вооружение, оно считается одной из лучших оружий мира, считается, понимаете. Возьмите сельскохозяйство, сейчас сельскохозяйство поднялось на высокий уровень. Космическая сфера. В космической сфере, да. Поэтому прорывы колоссальные идут, понимаете, и все благодаря нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину. Анжелика Ильинична, возвращаясь снова к инаугурационной речи президента, вспомним, что он подчеркивал, что именно молодежь является лидерами перемен. И при этом он подчеркнул, что молодежь должна действовать в качестве преемственности, да, поколений, именно в этом фарватере. Учитывая вот этот посыл президента, какой должна быть общегосударственная молодежная политика, чтобы молодежь все-таки сумела реализовать те колоссальные, огромные, большие задачи, которые ставит перед нами президент? Вы понимаете, вот эта политика, она уже реализуется. Смотрите, то здесь, то там создаются молодежные правительства. С одной стороны, игра, ролевая игра. С другой стороны, это первая проба пера, когда молодежь пытается реализовать свои проекты. И, между прочим, некоторые не просто пытаются, а реализуют очень успешно. У нас в Крыму есть молодежное правительство. Я смотрела проекты этих ребят. Ну, они разные по сложности, по степени, по замыслу, по исполнению, но это интересные проекты. Мы работаем в вузах с молодежью, и они тоже дают свои проекты. И причем эти проекты – это проекты управленческие. Вот это первое. То есть прежде всего, о чем говорит наш лидер, это на самом деле действительно очень важно. Молодежью нужно заниматься. Молодежи нужно уделять внимание. Не делать за молодежь, а дать возможность проявить инициативу самой молодежи. На мой взгляд, вот это самое главное. И что бы мы ни делали там, в спорте, или в культуре, или в образовании, молодежи нужно давать инициативу. Наша задача вот в этом плане поддержать, сопровождать, дать психологическое сопровождение молодежи, а не делать за нее. Ну вот, я думаю так. А, кстати говоря, если возвращаясь к выборам, я вот сразу тогда, то молодежь, кстати говоря, проявила себя очень здорово. И я говорю о молодежи нашего университета. Крымского инженерно-педагогического. Да, Крымского инженерно-педагогического университета. Ведь в этом году впервые работал Институт общественных наблюдателей. Мы об этом уже говорили достаточно много. И по инициативе Общественной палаты Республики Крым мы регистрацию всю совершали на сайте Общественной палаты. Вот более 3000 наблюдателей приняли участие в обеспечении выборов. Это вообще что-то новое было, да? Это новая волна, когда в том числе студенты могли присутствовать во время избирательной кампании, вот находились, смотрели, контролировали ход выборов. Вообще-то это на самом деле здорово, потому что вот таких выборов у нас еще не было.
потому что они действительно чистые выборы прошли. Анжелика Ильинична, вот все-таки в 90-е годы, в нулевые годы молодежь потеряла доверие к органам власти, к президенту, скажем, и в целом к высшим органам власти. Как это доверие возвращается сейчас потихоньку, и как нужно выстраивать все-таки конструктивный диалог с молодежью, чтобы слышать друг друга максимально эффективно? Мы мониторим появление в социальных сетях, в реальном пространстве девиантных молодежных групп. И их становится меньше, и они становятся малочисленные. Зато увеличивается количество ребят, вступивших в молодую гвардию. Да, увеличивается количество ребят, которые идут в РССО, в российские студенческие стройотряды. Их действительно становится очень много. У нас каждый третий в университете – это российский студенческий стройотряд. И они туда рвутся, им нравится, они заняты. Вы понимаете, и это говорит как раз о том, что молодежи не все равно, что происходит в стране. Молодежи не все равно, что происходит в Крыму. И это говорит о том, что молодежная политика на сегодня осуществляется правильно, потому что молодежи нужны такие объединения. Кстати говоря, вот о нулевых и 90-х годах, о которых вы вспоминаете, Эльвина, я знаю не понаслышке. Действительно, молодежных движений было не очень много. И вот таких социально направленных молодежных движений было совсем мало. На уровне общественных организаций так мало-мало. Сегодня действительно это массовое явление. То есть мы приходим вот к массовой культуре молодежных движений. Молодежь стали слышать. Тогда были некоторые молодежные организации, но с ними же даже не хотели считаться. Непонятно было, что они должны делать. Да. Понимаете? То есть что они делают, ради чего они работают. Сейчас ребята понимают, что они хотят. Очень много ребят, волонтерское движение, да? Вот у нас элементарно волонтеры сейчас Победы. Сейчас как раз год волонтера, добровольца. И год. Да, вы знаете, вот у меня такое ощущение, что последние несколько лет у нас все время год волонтера. Потому что ребята, кстати, мы провели опрос в нашем университете, и обнаружилось, что вот волонтерское движение у всех стоит на первом месте, что если бы ребята вступали в какие-то организации, то это прежде всего были бы волонтерские организации. И наши студенты замечательно реализуют свои желания поволонтерить, помочь, потому что помогать нужно, это нравственно. И дети к вот этим устоям возвращаются, потому что понимают, что мы живем, в общем-то, в одной семье, плывем в одной лодке. Это понимание вот этих лет. Его раньше не было. Иван Александрович, основной такой лейтмотив всей речи инаугурационной Владимира Путина была идея прорывов во всех сферах деятельности нашего государства. На это, собственно, и были рассчитаны новые майские указы. Первые были, мы помним, в 2012 году. Это такой своего рода пакет поручений президента правительству. Я для наших телезрителей напомню основные ключевые позиции новых майских указов. Прежде всего, это то, что Россия должна войти в число 5 крупнейших экономик. Экспортировать, внимание, не сырьевые товары на сумму 250 миллиардов долларов в год. Увеличить долю автодорог регионального значения не менее чем до 50%. Создать не менее 15 научно-образовательных центров на основе интеграции университетов и бизнеса. Строить не менее 120 миллионов квадратных метров жилья в год. Увеличить продолжительность жизни до 78 лет. Я сейчас напомню, это 72,7. Снизить уровень бедности в 2 раза и каждый год увеличить жилищные условия не менее чем 5 миллионов граждан России. Это очень высокие требования, они очень четкие, но очень глобальные. Вот в связи с этим, как изменится система требований в целом к органам власти, к третьему сектору, к регионам, ну и в конечном итоге каждому из нас? Я думаю, вы уже обратили внимание, что эти требования уже изменились, судя по тому, что теперь мы знаем новый состав правительства страны, и мы видим, что секторально произошли серьезные изменения. Вот мы только что говорили о молодежной политике, мы знаем, что Министерство образования теперь разделяется на 2 отдельных ведомства. Как по мне, это очень правильно. Да. Это и Министерство просвещения, и Министерство, которое будет заниматься высшим образованием и наукой. Мы видим, что сейчас происходят определенные изменения в Счетной палате Российской Федерации. И туда возвращаются люди, имевшие прямое отношение к финансово-экономическому блоку нашей страны. Да, речь идет о Кудрине. Вот Кудрин очень часто критиковал прошлый состав правительства нашей страны, а теперь
теперь он как раз-таки будет следить за расходованием бюджетных процессов, причем будет следить не просто за расходованием бюджетных процессов, ведь это расходование идет в том числе и по его программам, которые он когда-то принимал вместе с нашим президентом. И мне кажется, это очень интересное кадровое назначение. Мы видим, что сейчас происходят и определенные изменения в работе между Государственной Думой и правительством. Наверное, Руслан Исмаилович больше расскажет об этом. То есть вообще все ресурсы для того, чтобы совершить этот стремительный скачок вперед во всех сферах жизни общества, у нас есть. И вы сегодня в своем сюжете затрагивали и послание президента Федеральному собранию Российской Федерации. И в частности отметили успехи нашей страны по линии ВПК. Вы знаете, а это ведь не просто успех именно в военной отрасли. Вот если мы делаем новое оружие, если мы его уже продаем, если его запускаем в серийное производство, значит, это не просто так. Значит, у нас есть и соответствующее программное обеспечение для нового вооружения. То есть эти успехи в военно-промышленном комплексе мы можем перенести в другие сферы нашей экономики. И не просто можем, мы обязаны это сделать. Потому что, с одной стороны, перед нами стоят серьезные задачи, пятая экономика в мире. С другой стороны, мы понимаем, что это не предел. Учитывая, что в Российской Федерации, в недрах Российской Федерации содержится вся таблица Менделеева, у нас до сих пор, несмотря на сложности 90-х годов, высокопрофессиональные трудоресурсы, у нас выгодное географическое положение. Я думаю, все смотрят новости и видят успехи нашей страны по линии освоения арктического пространства и успехи в части энергетики в том регионе нашей страны. То есть мы вообще с вами сейчас живем в эпоху стремительных перемен и действительно прорывов во всех сферах жизни общества. В Крыму мы видим позитивные преобразования за последние 4 года. Знаете, вот вы также затронули тему Крымского моста, и вот очень много рассуждений на эту тему сейчас идет с уст так называемых несистемных либералов нашей страны, что, мол, это такой неподъемный проект для нашего государства, но есть экономисты, которые уже давно просчитали, что за 2 года этот мост окупит сам себя. То есть можно сказать, что мы уже приступили к реализации нового майского указа президента, потому что и про дороги, и про транспортную инфраструктуру в новом майском указе также говорится. И я думаю, все обратили внимание на речь президента на открытии Крымского моста, где он четко сказал, что мы продолжим делать крупнейшие проекты и транспортной инфраструктуры по всем регионам нашей страны. То есть мы не ограничиваемся Крымом, а это значит, что у нас есть финансовые экономические возможности, несмотря на внешние экономические и политические ограничения, реализовывать крупнейшие инфраструктурные проекты. А инфраструктура — это что такое? Это, по сути, инвестиции государства в экономику нашей страны. Руслан Исмаилович, самые такие важные, горячие новости вчера приходили к нам из Сочи, и это прежде всего касается формирования нового правительства и вот переформатирования некоторых министерств в том числе. О чем говорят вот эти изменения, к которым пришли и президент, и премьер? И, собственно, вот затроньте еще тему взаимосвязи Государственной Думы и исполнительных органов власти. Как идет сейчас взаимодействие, насколько оно эффективно? Президент говорил о командном подходе, и, конечно же, идет настройка государственного аппарата, которая бы позволила бы системно настроить управленческую работу, причем чтобы все органы власти, все ветви власти работали на общий результат. Да? Это процветание России, это развитие России. Конечно же, благополучие государства напрямую проецируется на каждого человека в отдельности. Вот мы говорим о том, что Россия самая богатая априори страна в мире. Да, если мы под богатством подразумеваем Богом данные, да, это, конечно же, вся таблица Менделеева. Мы часто говорим о энергоресурсах, забывая о том, что по запасам воды мы занимаем лидирующее место. То есть и в ближайшее время дефицит питьевой, пресной воды выявит еще один рынок. Да? То есть и здесь мы, конечно же, понимаем, что все нападки на Россию только из-за ее величия, только из-за ее
огромности, из-за ее богатств, и все вот эти вот либеральные или деструктивные течения, которые имеют там политическую основу, и часто мы сталкиваемся с таким вот идеологическим оружием, когда экспортируют там либо националистическую идеологию на территорию России, либо там какие-то религиозные политические проекты. Сталкиваясь вот с этим явлением, это разрушает общество как ржавчину, да, то есть, ну, цель одна, то есть это путем мягкой силы, путем, скажем так, вмешательства во внутренние процессы, конечно же, достичь основного результата любой войны в материальном мире, так и в нематериальном мире, это доступ к богатствам, то есть природным ресурсам, к средствам производства. Вот. И все, что происходит с настройкой там, управленческого аппарата государственного, конечно же, это стремление создать эффективную модель управления. Вот возможность не допустить путем там, и ротационной политики, да, то есть вы же видите, ну, нету ничего статичного, и вот о чем было сказано, когда назначение Кудрина, да, было по-разному воспринято в обществе, но тем не менее это дает возможность самой счетной палате как институту получить вот подлинное назначение, то есть вот все вот эти залежавшиеся устойчивые там слияния выявить, как говорится, на поверхность и не допустить оттока бюджетных средств от прямого назначения, да, то есть и, конечно же, все это направлено на, в первую очередь, эффективное управление. Что касается взаимодействия с правительством, ну, у нас вот практика уже с вступлением на должность председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина, когда, по сути дела, эффективность самой Государственной Думы ну, повысилась, это и социология, это, ну, и мы, как депутаты Государственной Думы, чувствуем это взаимодействие на уровне фракционных групп со всеми министрами, вице-премьерами, то есть периодически на каждой аппаратке мы встречаемся, обсуждаем, имеем возможность прямого доступа задавать это вопросы, то есть получаем простой, как говорится, формат диалога. Вот. И тесное взаимоотношение, тесная работа в рамках деятельности комитетов, комиссий Государственной Думы, все это позволяет достичь одного, да, с чего мы, в принципе, начинали, это эффективности, результативности. Потому что вот тот посыл, который президент задал, прорыв во всех сферах жизнедеятельности, это, конечно же, невозможно без того, чтобы управленческая система работала слаженно, синхронно, в одной, сохраняя командный дух. Вот. И уверен, что с этими преобразованиями, которые, я думаю, что ну, в ближайшее время будет еще ряд интересных и важных назначений. Конечно, на федеральном уровне? Вы да, на федеральном уровне. Это позволит, конечно же, вот даже тем вот скептикам, которые критически относились к системе управления в стране, конечно же, взглянуть по-другому. Иван Александрович, еще один блок новостей из Сочи приходил в связи с визитом канцлера Германии Ангелы Меркель, ее встречи и переговоров с Владимиром Путиным и с премьер-министром нашим. Ну вот буквально 3-4 года назад нам везде говорили, кричали о изоляции международной России. Ну и тогда, и сейчас международные лидеры как искали встреч с Путиным, так и продолжают это активно действовать, реализовывать в жизнь. Как вы считаете, почему в целом невозможно изолировать Россию на международной арене? Ну, во-первых, потому что Российская Федерация – это крупнейшее государство в мире и по своей экономике, и по своему географическому положению. Во-вторых, потому что Российская Федерация – это член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, и уж только из-за этого нас нельзя исключить из международной экономической и политической повестки дня. И знаете, сейчас появляется новое пространство для диалога, в частности, России и Германии, потому что мы видим
сейчас позицию Соединенных Штатов Америки деструктивную по всему миру, которая не соответствует и интересам их традиционных союзников Европейского Союза, европейских государств. В частности, Иран. позиция Дональда Трампа по Ирану противоречит интересам Германии. Но нет худа без добра. Взамен американским компаниям на иранский рынок могут прийти российские компании. И уж кто больше всего заинтересован в том, чтобы санкции Америки не коснулись Европы, так это государство Германия. Поэтому сейчас, конечно, Ангела Меркель пытается найти диалог с нашим президентом, чтобы сохранить позиции ФРГ на том экономическом рынке. Мы с вами видим, что сейчас специально Соединенные Штаты Америки провоцируют различного рода обострения на Ближнем Востоке, провоцируют конфликты в разных странах. Не просто так вот произошла вся ситуация с Иерусалимом. Для Израиля это уже давно столица, им не надо никому ничего доказывать. Но Соединенные Штаты Америки специально переносят часть своего представительства именно в этот город, чтобы обострить ситуацию в регионе. И, судя по новостным Так еще лентам, специально не указали, какая часть. по телерепортажам мы с вами видим, к чему это привело. Это привело к кровавому столкновению. Сейчас Соединенные Штаты Америки пытаются спровоцировать Иран. Сейчас Соединенные Штаты Америки пытаются вновь обострить ситуацию в Сирии. То есть тут Дональд Трамп, решая свои внутриполитические проблемы, пытается показать всему американскому обществу себя как такого верховного главнокомандующего, успешно решающего внешнеполитические вопросы, которые же он сам же и создает. То есть, по сути, он не отличается ничем от своего предшественника. Если Барак Обама говорил об американской исключительности, то Дональд Трамп говорил: сделаем Америку великой вновь. То есть, на самом деле, это игра слов. Все они говорили об одном и том же, Хиллари Клинтон. Слава богу, наше экспертное сообщество наконец-то для себя поняло вот эту простую истину. Мы более не обманываемся. Хотя, конечно, наши надежды были вполне себе оправданы, потому что Россия всегда за мир, Россия всегда за конструктивное взаимодействие со всем миром. И, знаете, собственно говоря, никакого такого бойкота со стороны всего мира в отношении России ведь не было. Ну да, ряд европейских государств, их союзников, Австралия, Новая Зеландия, да, приняли определенного рода внешнеэкономические санкции в отношении нашей Великобритания, страны. да. Великобритания, но мир не ограничивается странами Европейского Союза. Мы видим укрепление межгосударственных отношений по линии БРИКС. Мы видим, что у нас есть определенные успехи во взаимоотношениях с Китаем, хотя мы понимаем, что у них свои внешнеполитические страна, да. и внешнеэкономические интересы. Вообще все страны отстаивают свои, в первую очередь, интересы, а не интересы соседей. Но, тем не менее, мы с вами наблюдаем успехи нашей страны и на внешнеполитическом контуре. Поэтому, знаете, есть вот люди, которые и в социальных сетях специально распространяют и вкидывают информацию о международной изоляции нашей страны, и с этим бороться очень просто. Просто возьмите карту мира, отметьте страны, которые ввели в отношении нас санкции, увидите, что стран, которые не ввели в отношении нас мера экономического характера ограничительного, их намного больше, и с этими странами у нас выстраиваются конструктивные отношения. И еще ряд государств, которые были вынуждены ввести в отношении нас санкции, так или иначе с помощью совместных предприятий продолжают с нами работать. Это в том числе государства Европейского Союза, где существует принцип солидарности во внешнеполитических вопросах. Но опять-таки мы видим, какие сложные сейчас взаимоотношения внутри европейских государств. И знаете, я не исключаю, что в скором будущем вот этот принцип политической солидарности может быть нарушен. Ведь вот вспомните, еще лет 5 назад никто всерьез не говорил о том, что Великобритания будет выходить из состава Европейского Союза. Но это случилось. До последнего никто не ожидал. До последнего никто не верил, все говорили, вот, особенно после референдума в Шотландии, вот у них не получилось, значит, они все останутся в рамках единой Европы, а получается наоборот. То есть вообще мы сейчас с вами живем в эпоху глобальных таких политических и экономических катаклизмов. Все очень стремительно меняется в мире. И вообще финансовая мировая экономическая система, она претерпевает существенные изменения. Но так как Российская Федерация, во-первых, никому не должна,
У нас нет внешних долгов. Располагать серьезными, повторюсь, экономическими, трудовыми и ресурсными возможностями, значит, у нас есть шанс действительно сделать этот стремительный рывок вперед. Ну, в принципе, у нас нет альтернативы этому рывку. Я думаю, что и президент, и Государственная Дума, и правительство нашей страны это понимают. Да, у нас же в 90-х, ого-го, какой был государственный долг. Это как раз при Путине был нивелирован практически весь государственный долг, и мы действительно никому не должны. Святомир Ахал, еще одним таким ориентиром президента Путина является такая сентенция «Россия для людей, Россия – страна возможностей». Какие ключевые компоненты содержит в себе эта формула? Ну, самые ключевые компоненты – это медицина, здравоохранение, о которой сегодня неоднократно говорят. И у нас в Крыму, вы посмотрите, какой центр строится, сколько оборудования, сколько всего получили. Это по всей России. Второе, вот сегодня, когда о политике мы говорим или рассуждаем, действительно, Россия – та страна, которая несет мир, добро и согласие. К сожалению, Организация Объединенных Наций сегодня были случаи, когда Америка напала на Ирак, никто ее мнения не слушал. Это факт. Но Сирия, которая сегодня освободили миллионы людей, это только благодаря политике нашего президента и государства Российской Федерации. Сегодня с Ангелой Меркель, вчера, когда говорили Путин, говорит, если вы хотите, чтобы иммигранты вернулись назад, давайте вместе строить Сирию, давайте вместе поднимать эту экономику, о которой сегодня вся Европа нуждается. Сегодня самое такое для меня, что я понимаю, когда мы потеряли Варшавский договор, блок НАТО начал усиливаться. И вся Европа сегодня в блоке НАТО. И Франция бы хотела выйти сегодня, и Германия бы хотела. Они сегодня видят, если вот этот иранский договор, который Трамп сегодня говорит, что будет выходить, если они пойдут на удочки Америки, считайте, Германии и Франции в глазах всей Европы уже нету ни экономически, ни политически. Поэтому Ангела Меркель мудрая женщина, она понимает, приехала вчера, прилетела в Сочи. Я считаю, что там были договоренности, Сирию вместе поднимать, и никто не даст сегодня. Сегодня также взять, если иранский вопрос, в 2015 году такие государства подписали. Трамп говорит, сегодня мы выходим с этого договора. Это что, игрушки или что-то? Там же на самом деле сегодня ядерное оружие, все институты, все остановлено. Ни один человек не может там противоречить этому. Поэтому я считаю, что все вопросы поставленные задачей. Второе, действительно, вот мы говорили, за 4 года любые вопросы, которые есть, взять энергоблокаду, которая была, взять этот мост, о котором мы говорили, все строится с опережением, все идет намного вперед, и мы сегодня действительно видим, надо сел за руль КамАЗа, проехал и показал ездить всю жизнь по этому мосту. Поэтому я считаю, вся политика наша правильная. Борис Романович, вот мы сейчас затронули такую тему, как медицина, и действительно президент в обращении к Федеральному собранию начал с этого, начал с медицины, и говорили много о здравоохранении, это особая зона внимания нашего государства и правительства в том числе. Какие реформы должны быть реализованы в ближайшее время для того, чтобы эта сфера не была настолько острой и животрепещущей для нашего населения? Спасибо большое, что эту тему мы поднимаем сегодня также на фоне повестки дня общемировой. Это действительно важнейшая проблема. И очень важный момент, что президент в данном случае очень тонко понимает все сложности сегодняшнего дня в плане оказания медицинской помощи. Я хочу вернуться в 29 января. 30-го у нас была встреча всех доверенных лиц Российской Федерации с президентом, тогда с кандидатом в президенты Владимиром Путиным, и Рустем Абдуллаевич, и Юрий Абисов присутствовали тоже. А накануне, за день до этого, до встречи, была работа наша по комиссиям. Вот я работал в комиссии по социальным вопросам и здравоохранению, Рустем Абдуллаевич по физической культуре и спорту, Юрий Николаевич по силовым структурам. И вот у нас очень жесткий шел разговор. Кстати, руководил комиссией известный педиатр Рошаль, который контролировал ход дискуссии, а порой они даже выходили за рамки. И мы предложили 13 основных позиций. Я не буду все перечислять, но номер 1 в этих позициях стояла онкология, с которой надо очень серьезно сейчас решать вопросы. Это и оборудование, это и появление новых центров онкологических, это кадровые проблемы, где у нас в ряде районов на сегодня нет специалиста-онколога, который может, особенно кожные проблемы и поверхностные какие-то онкопроцессы. Это было 29 января.
1 марта президент уже об этом сказал в послании Федеральному собранию. То есть вы представляете, какой минимальный период был от наших инициатив конкретно в здравоохранении до его реализации уже в обращении. И, кстати, на этой комиссии мы приняли тоже очень важное решение, и я могу гордиться, что я был инициатором этого, учитывая огромные кадровые проблемы в здравоохранении, Крыма в частности. И я сказал, что надо заканчивать уже историю, когда на вольные хлеба уходят наши выпускники. Давайте возвращаться в советские времена. Я помню, когда сам заканчивал институт, у нас уже практически 95% выпускников знали, куда они идут. Там тогда были Николаевская, Херсонская, Запорожская область, наша Крымская область. Так вот, я предложил в течение 5 лет тем, кто на бюджетной основе проходит обучение в медицинских вузах, пожалуйста, отработайте на благо здравоохранения Российской Федерации. И я думаю, что Руслан Смайлович уже в курсе, что законопроект подобный уже внесен на рассмотрение Государственной Думы, и мне бы очень хотелось, чтобы он был в конечном итоге принят. Речь идет о направлениях, либо чтобы, у нас же сейчас, если за 100% принять выпускников медицинских вузов, 60% в лучшем случае к постели больного приходят. 40% различные коммерческие структуры, фармацевтические и так далее. Этого не должно быть. А если уйдет поколение пенсионеров? Ведь на них, извините, мы молиться сейчас должны, потому что у нас, я думаю, процентов 35, если не больше, сейчас в медицине работают люди старше 55 женщины и 60 лет мужчины. Я думаю, что это очень важный будет момент. И вот это у меня была эта 3-я встреча непосредственно с нашим президентом. Я помню 26 октября 2016 года, форум действий «Крым» в Ялте. Я тогда получил высокую честь модератором быть и вопросы задавать президенту, а затем открывали памятник Александру Третьему в Ливадийском дворце. Да. И вот я обратил внимание, насколько глубокие знания у нашего президента и разносторонние знания по всем практически направлениям, которые, в том числе медицина. И мне было очень приятно, что у нас была указана онкология, дальше детские поликлиники и консультации, и уже это озвучено. Это первичное звено, в том числе компьютеризация и прочее, все начиная с ФАПов, а не с крупных лечебных учреждений. И это уже работает. Я могу гордиться, что и в моей больнице, где я работаю, сейчас никаких очередей в регистратуре нет. Очень четко поставлена эта работа и справляемся. И президент, я думаю, остальные 9 позиций, которые мы предлагали, тоже наверняка отреагирует на них и даст определенные команды. Да, нашим телезрителям, наверное, будет очень интересно узнать, что делается у нас в Крыму, что реализовывается, что строится, что планируется реализовать в плане медицины. Я могу сказать, что на фоне вот тех проблем кадровых, которые я говорил, очень много уже сделано по проекту «Земский доктор». 55 человек в прошлом году уже приступили к работе, и я могу гордиться, что врач-педиатр Фериде Умерова работает в моей больнице и получила тот самый миллион на обустройство, которое по этому проекту положен. С этого года земский фельдшер программа будет работать. Там 500 тысяч рублей выделяется на улучшение своих жилищных условий, ассимиляцию в том или ином регионе. Я говорил уже о 6 сосудистых центрах. Вы можете себе представить, что врач сельской больницы сейчас может поднять трубку и согласовать с заведующим региональным сосудистым центром мгновенное исследование компьютерное на КТ с целью определения диагноза, есть ли острое нарушение мозгового кровообращения или нет. Об этом мы могли только мечтать. Такого никогда не было. Мы на сегодняшний день ждем с нетерпением, мы уже вспоминали, многофункциональный центр, который будет построен в конце 2019 года. И я думаю, что республиканская больница «Семашко» это будет номер 1, наверное, лечебное учреждение во всей России по современным технологиям. Я имею в виду также, что во многих больницах у нас изменилась ситуация. Я помню, как в диагностическом центре был единственный компьютерный томограф, в который со всего Крыма, можете себе представить, какая очередь и что там на этом бедном томографе уже можно было увидеть после эксплуатации такой. Сейчас у нас в лечебных учреждениях, в больницах, наших рядовых, центральных районных больницах, новые модели оперативных вмешательств, эндоскопические, где без оперативных таких хирургических больших вмешательств мы можем решать вопросы той или иной хирургической патологии. Ну и многое-многое другое. Здесь, я думаю,
отдельно можно было бы посвятить проблему, это проблеме медицины наш разговор. Но вот то внимание президента к этому направлению, мне, как врачу уже с более чем 40-летним стажем, это просто охватывает гордость, и я горжусь, что был доверенным лицом, и очень многое мы сделали, и в конечном итоге получили вот такие награды, с вашего позволения. Да, давайте посмотрим. Я покажу. Вот 5000 человек, участвовавших в церемонии торжественной, в инаугурации, получили вот такие подарки за нашу, ну, наверное, в общем-то, работу, которая весьма, она была эффективная по всем направлениям, и медицины, вот, и с физической культуры, и спорта. И скажу откровенно, что вот такое внимание ко всем вот участникам инаугурации, посмотрите, приглашение только как, это память на всю жизнь. Я думаю, когда-нибудь до музея какого-либо дойдут вот эти уникальные совершенно, я бы сказал, произведения искусства, которые именно так, наверное, можно назвать, и то внимание президента, администрации президента ко всем участникам этой церемонии. Да, это очень здорово. Руслан Смайлович, ну, снова возвращаясь к инаугурационной речи президента, Владимир Путин подчеркнул, что мы должны так построить свою повестку прорывного развития, чтобы никакие обстоятельства не мешали нам самим и только самим определять свое будущее. Это прямая отсылка на важность государственного суверенитета. Ну, если говорить так объективно, немного стран вообще в целом в мире настолько дорожат и настолько уважают свой государственный суверенитет. Почему для России это настолько важно? Я хотел бы, чтобы кто-то назвал, сколько еще стран осталось, которые сохранили признаки национальной государственности. Россия одна из немногих, которая сохранила свое лицо, которая сегодня стремительно развивается. И, конечно же, хотелось бы сказать, что прорыв невозможен без благополучия людей. Поэтому и в послании, о чем я уже ранее говорил, центральное место занимает человек, да, то есть человеческий капитал. И все построено вокруг этого. Вот мы говорили о лидерах, да, то есть о визите Меркель. Могу сказать следующее, что вот сегодня те государства вот, под давлением там, общественного мнения, потому что коммуникации сегодня настолько стали публичными, да, то есть и несмотря на попытки ограничения изоляции там, в медиапространстве, создания там, информационных фильтров, тем не менее происходит пробуждение и европейской общественности, да, ведь вот говорили мы о попытке некой блокады. Да нет, ограничения России были еще и с царского периода, то есть как попытка ограничить там развитие. Но под воздействием последних событий, связанных с назначением Трампа, наверное, вот те неуклюжие шаги, которые первое время производила там администрация президента, конечно же, сегодня и европейским политикам, и азиатским стало понятно о агрессивных намерениях, да, и все вот эти управляемые там искусственно созданные конфликты, которые происходят у нас на континенте, да, и возникает понятие о континентальной безопасности. Ведь еще президент говорил о необходимости интеграционных процессов, да, Атлантики до Тихого океана. Этому вторили ряд европейских политиков. Сегодня запущен и такой интеграционный проект, как возрождение Великого Шелкового пути. Все направлено на то, чтобы скрепить, объединить, соединить. Да? То есть взамен тому, что дает сегодня наш вот заокеанский партнер, да, либо Соединенные Штаты Америки, которые пытаются создавать конфликты, причем управляемые. Смотрите, что произошло с Ливией, да, с Ираком, с Афганистаном полыхает, с Сирией. И все мы находимся на одном корабле. И европейские политики, и азиатские политики. И все понимают, что никому из нас не нужна война на нашем корабле. Это интересно вот как бы заокеанским благодетелям, которые показали свою агрессивную политику, и все, что они делают или к чему прикасаются, то есть там война, разруха, а цель одна – это захват средств производства, доступ к национальным ресурсам. Россия показала всему миру альтернативу.
что не обязательно придерживаться, я не сторонник называть то, что дает Европа под вот этой демократической оберткой некими ценностными ориентирами. Это экономические стандарты, которые пытаются, как вот красивую, яркую витрину навязать мировой общественности. Но, тем не менее, там происходит, по сути дела, духовная деградация, да, то есть разрушение института семьи, по сути дела, отход от традиционных ценностей. Россия как цивилизация, вот русская, российская цивилизация, дает возможность показать всему миру, то есть продемонстрировать всей мировой общественности, что можно, придерживаясь традиционных ценностей, оставаясь самим собой, двигаться вперед, давать результаты, быть успешными. Россию невозможно вывести за скобки вот всех мировых процессов. Хочу отметить, что вот все правозащитники, которые, к сожалению, молчат и всякий раз выпячивая в качестве некой болевой точки там Голодомор, что вот этими же ограничениями со стороны Запада, да, когда умышленно был отток зерновых, и никаких других условий там для товарообмена не было с уж тем более не по Советской национальному России. признаку. То есть спровоцировали те трагические дни, которые были по всей стране, не только в Украине. То есть эта политика ограничений, она всегда как агрессия исходила извне. Поэтому, наверное, сегодня также вспоминали по поводу финансово-экономической системы. После, наверное, 1991 года, развала Советского Союза, она была полностью разрушена. И, конечно же, я часто говорю о необходимости проведения Ялтинской конференции 2, чтобы был предопределен миропорядок с учетом новых реалий. И, наверное, самое важное, то, что эксплуатируется западной цивилизацией, это экспансия доллара. Почему все молчат о том, что Соединенные Штаты Америки получают дань со всего мира? Да? Потому что любые межгосударственные финансовые операции производятся в долларах. То есть, если мы хотим, допустим, Китай хочет приобрести у нас зерновые, мы должны купить доллары, точнее, Китай должен купить доллары, рассчитаться с нами в долларах, а мы должны эти доллары либо у себя где-то складировать, это под названием золотовалютный резерв, а по сути дела это раскрашенные зеленые бумажки. И когда мы говорим об отходе от, скажем так, использования доллара, по сути дела это удар по экономике Америки, которая паразитирует на том, что остальные государства производят, да, то есть по сути дела выступая таким трутнем, да, то есть мировой экономики. Поэтому считаю, что все-таки континентальная безопасность – это то, что сегодня обеспечит все интеграционные процессы, и отрезвление происходит под давлением общественного мнения в самих европейских странах. Всякие блоковые статусы, это настолько все условно, и поведение сегодняшней Турции, наверное, тому живое подтверждение, что страны, там, где еще признаки национальной государственности не окончательно стерты, они начинают задумываться о собственных интересах, о собственной безопасности и о собственном благополучии. Руслан Смелович, вы тут вспомнили про Ялту-2, но если мы говорим о новой системе международных отношений после Венской, Вестфальской, Версальско-Вашингтонской, Ялтинско-Поtsdamской, то мы говорим о том, что это должен быть широкий формат. Так как их всех усадить за один стол переговоров и уж тем более говорить о формировании новой системы международных отношений? Дело в том, что уже, в принципе, определены те основные игроки, которые могут предопределить справедливую систему, устойчивую, финансово-экономическую, которая бы была максимально воспринята всем мировым сообществом. Наверное, самое, что важно, это пересмотр привязки к доллару. Да, по сути дела, после 1971 года, когда Никсон в одностороннем порядке отменил своим указом привязку доллара к золоту, по сути дела, это финансовая пирамида, которая рано или поздно рухнет.
доллар ничем не обеспечен. Поэтому, чтобы выйти из вот этой пирамиды, нам необходимо честно сесть за стол переговоров, то есть вот всем странам основным, которые предопределяют ход и экономики мировой, и политики, и, конечно же, вот ту систему координат, которая позволит, ведь не проблема в том, что международное право не работает. Проблема в том, что в реализации данного права. Для этого нужно предопределить подходы и стандарты. Рустем Абдуллаевич, в нашей стране спорт – это всегда больше, чем просто спорт. Учитывая даже вот эту недавнюю историю с Олимпиадами, да, свидетелями которой мы являлись. Каковы должны быть основные позиции общегосударственной стратегии развития спорта и высших достижений, и любительского спорта? Вы знаете, конечно, очень большую поддержку, у нас огромную поддержку в спорте оказывает президент Владимир Владимирович Путин. И, конечно, все от них исходит, и от него исходит, потому что есть указы, тоже ГТО, понимаете. И он очень правильно делает, что наши дети должны заниматься спортом. Вы сами знаете, кто занимается спортом, он сильный, крепкий. Это значит, идут в армию люди уже крепкие, сильные духом. И, конечно, им легче защищать нашу Родину, понимаете, Россию. И поэтому его задача как можно больше занималась спортом. Мне приятно то, что у нас тоже глава республики Аксенов Сергей Валерьевич, который тоже почетный президент спортивной борьбы, который также Руслан Исмаилович Бальбек, который полностью помогает нам строить спортивные залы, во-первых. Во-вторых, любые соревнования, вспоминая при Украине, какая поездка, куда-то ехать на чемпионат Украины, нету денег. Ходим с протянутой рукой, дайте там денег, чтобы поехать куда-то на соревнования. Сейчас таких проблем нету. Любой вопрос решается. На все соревнования мы ездим. Столько нам инвентаря купили, и сколько, я уже не считаю, сколько ковров купили для наших детей. Поэтому большую работу ведется в спорте. И вы знаете, сейчас и у тренеров более-менее достойные зарплаты. Было так какое-то время, а сейчас подняли эту зарплату для тренеров. И это, конечно, уже достижение, я считаю. И у нас и результат пошел. 2 человека попало на чемпионат мира, понимаете, из Крыма. Это очень приятно, что борцы попадают на чемпионаты мира. И если у нас попадут ребята на Олимпийские игры, это будет еще приятнее. И поэтому работа идет большая и кропотливая. И поэтому у меня, допустим, никаких в Крыму претензий по спорту нет. Руслан Исмаилович, у нас очень мало времени остается, но тем не менее не могу не спросить. Крым всегда был и будет особо символичным регионом для России. Отсюда и пристальное внимание к нам, и завышенные требования. Вот в связи с этим, какие преобразования, изменения ждут Крым в ближайшем будущем? Наверное, все эти изменения, они уже ощущаются. Вот о инфраструктурных проектах мы говорили. То есть, конечно же, это вот открытие моста, это трасса Таврида, это аэропорт наш в Симферополе. То есть, конечно же, это все, что даст возможность логистической доступности нашего полуострова. И, конечно же, в кратчайшие сроки это новое дыхание, то есть это и развитие экономики, и социальной инфраструктуры. Поэтому уверен, у Крыма в составе России светлое будущее. Спасибо большое. Президент поставил глобальные цели. В ближайшие 6 лет страна будет упорно трудиться для достижения прорывных результатов во всех сферах. Эта задача фундаментальная. Она, безусловно, требует максимальной самоотдачи и концентрации каждого, кто считает себя гражданином России. Однако мы твердо верим в то, что генерируемый потенциал, общенациональное единение и, собственно, наша вера в наши силы, безусловно, приведут нас к успеху. Это было все на сегодня. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующую среду.